Альхамдулиллах, вассаляту вассалям аля расулиллах. Еще раз саляму алейкум ва рахматуллахи баракату. Опека о сиротах. И мы с вами говорили, каким должен быть мусульманин в отношении сироты. Будь для сироты как милосердный отец. Как милосердный отец, поэтому как мы любим своих детей и как мы желаем для них только благо, как мы переживаем за них, за их будущее, за их воспитание, образование и так далее, мы должны также переживать за сирот, потому что если Аллах, скажем так, забрал у ребенка отца, вот этого опекуна, который любит, переживает, защищает его, значит общество, умма, не знаю, имам, султан, государство, оно должно взять это на себя. И мы, как общество мусульман, умма, мы должны быть как милосердный отец по отношению к своим детям. И мы с вами говорили, что ни у кого нет гарантии, что завтра утром наши дети, ваши дети, они могут проснуться со статусом сироты, а наши любимые жены со статусом вдовы. Едем дальше. Мы с вами говорили про сподвижников, табигинов, их отношение, начали говорить, их отношение к сиротам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так воспитал в сердцах своих сподвижников вот эту ответственность к сиротам, вдовам, да, что они систематически жили сиротами, помогали. Мы с вами говорили, что сироты, вдовы, они утром открывали дверь. Да, были проблемы, конечно, были. Кому-то, может быть, не хватало заботы, кому-то, может быть, не хватало еды, особенно у них финансовые, социальное положение было другим тогда, так ведь? Проблема с едой была, об этом еще сейчас поговорим. Но это было их частью жизни, это было их миссией, помогать вдовам и сиротам. Абдулла ибн Умар, сын Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху, вот особенно его прямо выделяют, потому что он вот был примером этого. Хасан аль-Басри рассказывает, эту историю приводит имам аль-Бухари в своей книге «Адаб аль-Муфрад». Кстати, вот замечательная книга «Адаб аль-Муфрад». Это книга вся она про ахляк, про нравственность. И все хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все высказывания сподвижников, каких-то табигинов, ученых, которые собрал в этой книге имам аль-Бухари, рахимахуллах, они касаются нравственности мусульманина. И вот там очень много хадисов по нашей теме, да, забота о вдовах и сиротах. И вот в этой книге есть хадис, это 134-й хадис, который, не хадис, а асар, истории из сподвижников из жизни, который передал нам Хасан аль-Басри. Каждый раз, когда Ибн Умар садился за трапезный стол, он просил, чтобы за этим столом всегда сидел сирота. Может быть, это был какой-то соседский мальчишка, да, или еще кто-то, но вот он хотел, чтобы у него в семье, когда он приходит пообедать или поужинать, всегда за столом его еду делил вместе с ним кто? Сирота. Потому что он прекрасно понимал, что когда из его имущества, из его еды долю имеет сирота, в его жизни, в его имуществе всегда будет баракат и милость Аллаха. И как-то раз он пришел домой, накрыли на стол, но не нашли того сироту. Кого-то, может, он отправил, идите поищите, а мальчишки, они же дети, они же где-то играют, где-то бегают, да, может быть, чем-то он занимался. Короче, его не нашли.
он так и не пришел, они поели, и как только они завершили еду, закончили, заходит сирота и говорит: что, звали меня? Я здесь. А еды нет. Еды уже нет, потому что это то время, когда лишней еды не было. И все продукты, которые у них были, они из них приготовили. Вот на ужин, например, это хватило, а еды уже нет. И тогда ему стало так неудобно, они же сами его пригласили, вот эту мальчишку, он не стал ему говорить: слушай, все, ты уже опоздал, да, извини, в следующий раз будешь пораньше. Он говорит: сиди и жди. И жене или кому-то говорит: быстро приготовьте что-нибудь отдельно для него. И через некоторое время перед ним ставят овсяную кашу. Овсяная каша, там, пшенка, это у нас завтрак, а у них это была еда. Так ведь? Это мы там сегодня сейчас представляем себе, что каша там, на завтрак уж, или там яйцо. Это у них еда была. И это очень хорошая еда была. И вот перед ним ставят тарелку, емкость с овсяной кашей, и рядом ставят сосуд с медом. Мед — это уже вообще роскошь, да? И тогда он говорит: «Дунака хада фаваллахи ма губинта». Вот эта еда, говорит, специально для тебя, и я клянусь Аллахом, говорит, я тебя не обделил. Клянусь Аллахом, я тебя не обделил. То есть вот это его правило было. Всегда есть с сиротами. И Хасан аль-Басри, который рассказал эту историю, он так расчувствовался этим, и он когда рассказал эту историю, он добавил: «Вабна Умара валлахи ма губина». Вот это, говорит, был Абдулла ибн Умар, говорит, Хасан аль-Басри говорит: я клянусь, говорит, Аллахом, он не обделил сироту, говорит. Он не оставил его без внимания, без заботы, без еды. Вот это у имама аль-Бухари в Адаб аль-Муфрад. Поэтому, понимая вот все эти хадисы, которые мы с вами сегодня вспоминали, они все эти хадисы знали, они все эти хадисы слышали от пророка, все эти аяты. Но в отличие, например, от сегодня нас, в отличие от многих мусульман, они жили этими хадисами. Эти хадисы, они переворачивали им всю жизнь. Эти аяты переворачивали им всю жизнь. И поэтому, конечно, они очень сильно старались, чтобы притворить в эти хадисы и получить эту награду. И вот даже когда тот не смог присутствовать, но потом уже пришел, он сказал: отдельно готовьте ему еду. Отдельно. И приготовили. И он тоже сказал: клянусь Аллахом, я тебя не обделил. Все, вот это твоя доля. Также Абу Бакр ибн Хафс также рассказывает, что Абдулла ибн Умар «Кана ла якулу тааман илля ва аля хиванихи ятим». Он даже не принимал пищу, он не ел еду, пока за его трапезным столом не оказывался ятим, то есть сирота. Вот это у них было правило. И тут даже когда мы намаз читали, после намаза обедали, я даже такая мысль пришла, да, вот сегодня, у многих семей есть свой, как скажем так, стоматолог, да, вот говорят же, у меня есть стоматолог, к которому ты ходишь, да, кто-то говорит, у меня там, мой психолог мне говорит вот так, да, у кого-то там психолог уже не может помочь, там, психотерапевт, может быть, да, у кого-то свой массажист есть, да, свой там наставник, вот у нашей семьи есть свой сирота, с которым мы делимся своей трапезой, своей едой. Да? Вот тебе нужен стоматолог в жизни, вот ты его нашел, это твой. Может быть, там супруги женского врача ты нашел, или она нашла. Вот это наше, потому что мы в этом нуждаемся. Есть механик, которому вы машину показываете, да? Вот у нас должны быть свои сироты также. Может быть, семейные сироты, да? От которых мы получаем вот этот баракат. Например, зуб заболел, ты звонишь
стоматологу, просишь, чтобы завтра он тебя там принял. У тебя там поясница болит, а ты звонишь массажисту или остеопату, да? Вот у тебя чувствуешь что-то черствость сердца, все, ты ищешь сироту, надо срочно с ним встретиться, да? Там звонишь кому-то и говоришь, все, дайте мне моего друга, да, или мою подружку, все, вот, девочка, мальчик, забираешь, куда-нибудь свозишь, поговоришь, поболтаешь, поиграешь, в парке погуляешь, да? Это же из наших родных еще может быть. Так ведь? Из наших близких. Вот это следующая как раз тема наша. Поэтому эти сироты, они должны быть, ну, на самом деле, частью нашей жизни. И вот тогда будет вот этот баракат, тогда будет вот эта награда, иншаллах, Аллаха. И, субханаллах, вот даже здесь вот мы видим, они многие сами нуждались в еде. Они не плавали в роскоши. Многие даже сами, как сказать, досыта не могли поесть. Но доля сирот была все равно. И поэтому вот даже вот этот аят, суратуль инсан, да, 8 аят, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. То есть они кормят едой, они кормят бедных, да, ну, кого дальше идет? Мискинан, ваятиман, ваасира. То есть они кормят кого? Нуждающихся, сирот, ваасиран, пленников, да, они кормят их аля хуббихи, несмотря на то, что эта еда им дорога. То есть она им нужна. У него свои дети голодные. Им надо еще свои проблемы решить. У них свои там долги, может быть, еще что-то. Вот несмотря на это, они кормят, несмотря на то, что еда им нужна, несмотря на то, что она дорога им, мискинан, ваятиман, ваасира. То есть бедняка, сироту и пленника. Это сура Инсан, 8 аят. Поэтому они не делились лишней едой. Эта еда была нужна им. Они не делились лишним имуществом. Вот у меня есть деньги, они мне не нужны, давай. Вот они сами нуждались. И не только богатые, там обеспеченные сподвижники, они занимались этим. Нет, они все хотели взять награду. И вот последняя история. Эту историю нам рассказывает Хамза ибн Наджих, Абу Умара. Я, говорит, слышал, как Хасан аль-Басри, Хасан аль-Басри, это вот как раз тот табигин, который рассказал про Абдулла ибн Умара, это один из величайших ученых среди табигинов. То есть это те ученые, которые взяли знания у кого? У сподвижников. Да, вот это Хасан аль-Басри, он знаменитый такой, рахимахуллах. И вот мы слышали, говорит, как Хасан аль-Басри рассказывал, я жил с такими мусульманами, с кем он жил? Он жил со сподвижниками. Он не жил с пророком. Если сподвижники рассказывали истории, связанные с пророком, которые он сами слышали, которые сами там были, а сподвижники, табигины рассказывали истории со сподвижниками. Я, говорит, мне довелось жить с такими мусульманами, говорит, когда утром они просыпались, они обращались к своим семьям. Я ахлия, о моя семья, о мои родные, там, жена, дети, да? Ятимакум. Ваши сироты. То есть они вот открывали утром глаза, и они уже делали насихат своим близким. Ятимакум. То есть заботьтесь о ваших сиротах. Ваши сироты. О моя семья, я ахлия. Мискинакум. Не забывайте о ваших нуждающихся. Не забывайте о ваших бедняках. О моя семья, джаракум.
ваши соседи. Не забывайте о правах ваших соседей. Ва усри'a би хаярикум антум кулля яумин тардулун. И они говорили, каждый день вас покидают лучшие из вас. То есть лучшие из вас, они покидают эту землю. То есть мы теряем самых лучших. Они уходят, и вместо них приходят другие поколения, но они уже не такие, не самые лучшие, как вот те, которые покинули. Эту историю тоже имам Аль-Бухари приводит в своей книге Адаб-уль-Муфрад. Адаб-уль-Муфрад — это 139-я история. Вот поэтому, если утром просыпается, да, и как ребенок, дайте мне мой мультик, дайте мне это, дайте мне то, да, вот просыпались отцы утром и говорили своим семьям: не забывайте про ваших сирот, не забывайте про ваших нуждающихся, не забывайте про права ваших соседей, да. Это значит, это те люди, которые жили вот этими ценностями. И поэтому многие сподвижники, они забирали детей их братьев, потому что было много сражений. Отцы погибали, жены превращались в вдов, а дети превращались в сирот. И многие сподвижники, сподвижницы, их жизнь была тесно связана с жизнью сирот. Потому что это было, они специально для этого собирались, они очень много подходили к ученым с разными вопросами. У них же вопросы возникали, так ведь? Вот, то есть, что делать, например, вот у меня есть сирота, у меня есть дома дети, а вот есть сиротские дети, да, что делать? Вот тот же, например, Ибн Сирин, да, тоже величайший ученый, когда ему сказали, вот у меня сирота дома, он сказал: «Исна бихи ма таснагу бивалядик». То есть, делай с ним то, что ты делаешь со своим ребенком. То есть, вот смотри на него, как будто на своего смотришь. То есть, где-то, если ты со своим мягкий, нежный, ласковый, то будь с ним тоже ласковый. Где-то, если ты со своим жесткий, он прям так сказал, прояви твердость где-то и по отношению к нему. Потому что иногда, если с ребенком нужно быть мягко, ласково, где-то надо и проявить не жестокость, а твердость. Так ведь? Особенно отец, когда должен сказать: так, все, никаких телефонов, все. Или там никаких этих. Вот Ибн Сирин сказал: вот как с детьми выстраиваете отношения, так же и относитесь к вашим сиротам. Вот поэтому это правила, которые, альхамдулилля, были у сподвижников. Идем дальше. Вот как раз я об этом говорил. Сироты, они получаются, согласно тому еще хадису, сироты бывают как свои, так и чужие. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: тот, кто опекает сироту, свою или чужую, да, неважно, он будет вместе со мной в раю. Вот так. То есть, получается, есть чужие, есть свои сироты. Кто такой сирота? Чужой и свой. Может быть так, что сироты появляются из числа ваших родных, наших родных. Например, не дай Аллах, умирает мой брат, его дети для меня кто? Мои племянники. Это махрам. Его дочки — это мои махрам, да? То есть это мои родные племянники. То есть получается, эти сироты, они мои сироты. Это наши сироты, мои, среди родных. Может быть так, что у сестры, родной сестры, умирает муж. Она уже моя вдова. То есть получается, это моя сестра, она вдова. И ее дети — это мои сироты, племя. То есть из числа наших родных. Вот здесь мы должны понимать, что чужие, свои, мы также получаем за них награду. Кто-то может сказать: так это же моя сестра, но она вдова. И за то, что ты ей помогаешь, ты получишь такую же награду, иншаллах, которую ты получил бы, помогая другим вдовам. Ты берешь под опеку своих родных племянников,
Это твои племянники. Ты берешь их под опеку, но ты получишь такую же награду, как будто ты берешь, помогаешь другим сиротам. И это еще не все. Здесь, когда ты помогаешь своим родным, ты уже 2 раза больше получаешь награду. Вот этот момент, он очень важный. Я прямо хотел подчеркнуть и направить ваше внимание, когда мы выстраиваем работу, с вдовами, сиротами. Вот очень важно нам работать с родными, близкими этих вдов и сирот. Потому что вот эта ответственность среди родственников, вообще у нас беда с родственными узами. Родственники могут Новый год вместе встречать, какие-то другие праздники, новоселья, но когда в какой-то семье приходит в какую-то семью беда, альхамдулилля, многие приходят на похороны, на это, но очень мало таких сознательных семей, скажем так, кланов, которые бы, например, вот она овдовела, и родные братья, дяди подходят и говорят: все твои расходы на нас, все. Синглем, сестра, не переживай, все, вся твоя жизнь на нас, пока ты не выйдешь замуж, все, мы отвечаем за твою... к сожалению, пока этого очень, очень мало. Или, например, какой-то брат, дядя умер, у него остались сыбьян, маленькие дети, сироты, Очень мало, когда вот приходят родные, говорят: все, вот давайте, ваши дети — это наши дети, все, никому мы их не отдадим, все их потребности, все их расходы мы берем на себя. Несмотря на то, что у нас свои расходы, у нас свои хлопоты, у меня своих детей, надо им образование давать. Вот этого сознания нет. Значит, когда мы выстраиваем, надо обязательно с родными работать. Потому что, даже есть такие случаи, к сожалению, когда, я же говорю, например, наследство остается у сирот, там у них какое-то имущество появляется, кто-то просто пожалел сирот, деньги им дали, а бывает так, что кто-нибудь из родных просто забрал, кто-то сказал: давай в долг я возьму, так и не вернул. Был бы у них отец, по башке дал бы и вернул бы сразу. Или позвонил бы: слушай, братан, ты у нас денег взял, давай это, верни. Он бы вернул бы. А сироты кому могут позвонить? Они не могут позвонить вот этому дяде, брату, вы у нас денег взяли, а сколько лет назад, так и не вернули. Здесь мы должны понимать, что сироты-то не могут они себя защитить. Но за сиротами кто стоит? Аллах стоит. Если нет отца, значит за ними Аллах стоит. И с кем он будет иметь? Тот, кто посягает на имущество. Они будут с Аллахом иметь. Но это следующая тема. Но вот здесь очень важно пробудить сознание среди родных. Субханаллах, если мы сможем вот это объяснить через минбары, мы имамы, если сможем фонды, братья, которые этим занимаются, сестры, смогут как-то достучаться до сердец, но я думаю, многих фондов даже они не нужны будут. Так ведь? Потому что родные все будут на себя брать, и, может быть, детдомы не нужны были бы. То есть, например, если вот эта семья, она отказалась, но есть же у них бабушка, дедушка, дядя, которые скажут: какой детдом, давай мы себе заберем. Вот поэтому это такая, во-первых, сознание родных, и очень важно пробудить сознание самой мамы. Вдова. Есть сироты. Все хадисы, которые приходят про ценность, про награду за опеку о сиротах, они все касаются той матери, которая дает воспитание своим детям-сиротам. Все это касается. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто опекает своих сирот или чужих. То есть мама, она осталась без мужа. У нее под ней кто? 3 сирот. 3 детей, То, что она каждый день работает на этих сирот, каждый день она укладывает их спать, утром она их будет, потому что им надо вставать. Каждый день она переживает, чтобы дети умылись, помылись, зубы почистили, чтобы у них чистая, опрятная одежда была, выглаженная.
Каждый день она думает, чтобы они переживают, чтобы они в школу не опаздывали, чтобы они хорошую оценку получали. Вот за все это мать получает награду опеки за сирот, а? Конечно. От того, что это ее дети, это не лишает ее этой награды. То есть, получается, она получает двойную награду. За то, что она воспитывает своих детей, и плюс еще эти дети, они в статусе сироты. И как раз мать – это тот человек, который каждый день с ними. Вот мы в жизни сирот появляемся и исчезаем. Вот 1 сентября скоро. Машаллах, все мы появились. Так, что там надо? Давайте в список. Школа, спортивная, это все. Джазакумуллах хайр. Это очень хорошая помощь ей, да, там сегодня сколько, 30-40 тысяч надо первый класс собрать, еще больше, да. Это еще, если один первоклассник, а дочка 3 класс, еще 5 класс, это же столько расходов. Все, мы появились, но мы исчезли. Каждый день с ними кто? То есть получается, у нее дома, за ее столом, рядом с ней всегда сироты. День и ночь сироты. И день и ночь она служит не только своим детям, она служит сиротам. И все вот эти награды, которые Аллах обещал всем, кто опекает сирот, она получает эти все награды. Еще вдвойне больше, потому что тут есть 2 права. Сирот и еще родных. Силатуль архам. Дети, это родные твои, вдвойне получают награду. И вот здесь можно, субханаллах, вспомнить историю про Зайнаба. Я вам говорил, что не все сподвижники были богатыми. Среди сподвижников были очень бедные. И один из этих очень бедных сподвижников, это замечательный сподвижник. Мы не можем сказать, что он был плохим. Но вот так получилось, что Абу Хурайра был бедным. И один из них, вот это величайший ученый Абдулла ибн Мас'уд. Да, он был очень бедным. Аллах дал ему супругу Зайнаб. И вот эта Зайнаб бинт Абу Муавия, она была богатой. Аллах дал ей богатую жену. И, альхамдулилля, она содержала семью, содержала мужа. И у них дома были сироты. И когда во время хутбы пророк, саллаллаху алейхи, обращаясь к женщинам, вот пророк, саллаллаху алейхи, даже во время праздников он говорил: зовите в мечеть женщин, даже молодых девушек, даже у кого там хайд месячные, пусть они где-то там посидят, не в самом месте намаза, да, но они должны слушать хутбу, потому что назидание он давал и мужчинам, и женщинам. И вот когда он давал назидание женщинам, он сказал: «Тасаддакна валяу мин хулийикунна». То есть вы давайте садака, пожертвование, даже из ваших украшений. Даже, то есть, хотя бы из ваших даже украшений. И Зайнаб, она как раз была той женщиной, которая расходовала на себя, на мужа и на сирот, которые были под ними. То есть она содержала мужа. Да? И она приходит домой, пророк саллаллаху алейхи сказал: вы должны, женщины, давать садака. И спрашивает у мужа: о Абдулла, то, что я тебя содержу, и содержу этих айтам, сирот, от этого достаточно от меня? То есть это как садака пойдет? Спроси, говорит, у пророка, саллаллаху алейхи. Она просит мужа Абдуллу, чтобы он подошел к пророку и спросил. Абдулла говорит: я не буду просить, сама проси, говорит. Сама спроси. И она встала, пошла домой к пророку. И Зайнаб рассказывает: я, говорит, подошла, говорит, к дому пророка, и возле крыльца уже другие женщины стояли. Они же все там хутбу слышали. У них вопросы возникли. И они пришли, и их встречает Билал, ради Аллаху ан. Биляль. Он, говорит, вышел к нам, и мы спросили, я спросила: спроси, говорит, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что я расходую на своего мужа Абдуллу, и то, что я содержу сирот,
достаточно ли от меня как садака? Все, вот этого достаточно? Спроси, говорит. И Биляль заходит домой и говорит, вот, говорит, там пришли женщины, сестры, и они задали такой вопрос. И пророк, саллям, вот это же мудрость Аллаха, да? Он не стал отвечать на вопрос, он сказал, а кто там пришла? Кто? Какая женщина? Вот он захотел узнать. И Биляль говорит, Зайнаб пришла. Зайнаб. И пророк, саллям, спрашивает, а какая из Зайнабов? Их же много? Ну, Абдулла, и говорит, Зайнаб. И пророк, саллям, знает эту семью, Абдуллу знает, так ведь? Их положение знает. И какая, говорит, из Зайнаб? Вот, говорит, Имраат Абдилля. Билал говорит, жена, говорит, Абдуллы. И пророк, саллям, сказал, наам, да, говорит. Ляха аджран, она получит 2 награды. Аджрул караба, первое, это награда родственников, то есть помощи родственникам. Ва аджру садака. И второе, еще садака. То есть то, что она садака давала. Вот. Этот хадис передал имам Аль-Бухари и Муслим. Вот, субханаллах, вот этот хадис как раз, он очень близок к тем родным, которые берут под опеку своих сирот. Родных, да, их братьев, сестер там. И очень важно вот здесь положение матерей. Мамы, которые остались вот с этими сиротами. Все, что они делают для этих сирот, все, что они расходуют на них, тратят свое имущество, свои силы, свое время, свое здоровье, свою молодость, да, и так далее, и так далее, и так далее. Садака — это же не только имущество. Деньги — это самое простое иногда. Намного сложнее другие вот эти моменты, даже в фондах, организационные моменты некоторые даже сложнее. Вот это все, альхамдулилля, примется как садака. И то, что вот мать, будучи мамой, да, которая жертвует ради детей, да, вот даже когда жертвует собой, своим каким-то комфортом, своими какими-то хотелками, но все равно она же мать, мы же не можем исключить все ее какие-то мечты. Может быть, она мечтала куда-то поехать, что-то посетить, с кем-то встретиться, где-нибудь в кафешке, может быть, ей там какие-то кроссовки понравились, да, как у кого-то там, да, или там платье понравилось, или там куртка. Они же такие же люди, такие же женщины, да. Вот если она ради этих детей будет жертвовать собой, своими мечтами, своими хотелками, да, валлахи, дорогие братья и сестры, она за все это получит огромную награду. Вот второй пример, историю, хадис у имама Муслима, в сборниках имама Муслима есть хадис, историю, которую рассказывает нам Айша, это жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и она говорит, джаатни мискина, тахмилу ибнатайни лаха. Как-то раз ко мне домой пришла нуждающаяся женщина. То есть она была из числа бедняков, нуждающихся. И тахмилу, то есть на руках она держала 2 дочерей. То есть это были маленькие дочки, да, она вот с этими дочками пришла и попросила у меня поесть. Айша, радиаллаху анха, зашла домой и ничего не нашла, кроме чего? 3 фиников. Это кто? Это жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кто такой пророк? А? Это лучший из всех. Созданий даже, не только людей, да? И у него дома ничего не нашлось, ни в холодильнике, ни в морозильнике, ни в сундуке, ни в этом бозда, да? Ничего не нашлось. Мы не говорим сейчас про мясо, про какие-то эти, да? Ничего не нашлось, кроме 3 фиников. И она взяла вот эти, пророка нет дома, она одна. Она взяла вот эти 3 финика, и я, говорит, их отдала, говорит, этой женщине. И вот эта женщина, она сама голодная. И дети голодные. Она, говорит, 1 финик отдала одной дочке, та сразу начала есть. Но они же дети. 2 финик она отдала 2 дочке. Тоже та начала есть. Они голодные. И она посмотрела на 3 финик. Потому что это чье?
уже чья доля? Это ее доля, она голодная. Но пока она смотрела на этот финик, Айша говорит, дети уже съели свои, и они тоже начали смотреть на этот финик. И вот что делает мать? Голодная, может быть, уже слюнки пришли, да? Все уже, вот надо съесть этот финик. Она смотрит на дочерей, и она не может есть этот финик, потому что она мать. И она вот так делит этот финик, вот так ломает. Один кусок дает одной дочери, второй. А те-то они маленькие, они не понимают, что мама тоже голодная. Они дети, и они все съедают. И она, поблагодарив Айшу, она уходит. Как пришла голодной, так и уходит голодной. И когда Айша увидела такое, она была восхищена этой женщиной. Но тут еще нужно понять тот факт, что Айша не была мамой. Так ведь? Она никогда не родила детей. Ну, на то была воля и мудрость Аллаха. Да? Она, когда пророк умирал, она была молодой. Она была молодой, и, скажем так, нам, религии, Аллаху, она была нужна как великая ученая, потому что она долго жила и очень много знаний нам оставила последующим поколениям. Вот, это была ее миссия, но она не была мамой, так ведь? И супругой пророка. Она была матерью кого? Правоверных, да. И вот, когда пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вот она все рассказала пророку. То есть то, что она сделала, я все, говорит, рассказала посланнику Аллаха. И он сказал, «Инна Аллаха када ауджаба лаха биха аль-джанна». Воистину, говорит, Аллах вот за эти финики сделал для нее рай обязательным. Вот за этот финик, да, который она очень хотела, вот за это пожертвование, вот это курбан, вот это за это садака пожертвование Аллах сделал для нее рай обязательным. И ау а'такаха биха минаннар. Или же, пророк сам сказал, Аллах посредством этого финика избавил ее от адского пламени. Этот хадис передал имам Муслим. Вот поэтому, субханаллах, каждый жертвует на своем уровне. Так ведь? У каждого свое положение, свои проблемы. И вот то, что мамы каждый день, опекая своих сирот, да, каждый день служат им, они каждый день жертвуют. Вот, например, хочет мама просто поспать, да, иногда. Бывает же, она уставшая, да, но она жертвует своим сном ради детей. А тут еще сироты. Так ведь? Вот, если так посмотреть, вот положение вдовы, она же даже себя, казалось бы, она же не обязана даже себя содержать. Это же женщина. Аллах сказал, мужчинам зарабатывайте, да, а тут ей приходится иногда, она не дождалась от общества, от дяди, от братьев, да, она берет на себя вот эту ответственность. Она несет вот эту телегу, да, тащит телегу семьи, потребности закрывает там, за учебу, за это. Альхамдулилля. Вот Аллах не обделит такую мать. Вот пророк сам сказал, вот она, вот за этот финик Аллах сделал для нее рай обязательным. Рай обязательный. Поэтому Аллах милостивый. И вот это есть свои и вопрос своих и чужих сирот. Вопрос своих и чужих сирот. И вот особенно сестры, да, которые с мамами работают, и братья, вот надо это доводить до мам. Потому что мамы должны знать, что они герои, что они героический поступок делают, что они они служат своим детям, сиротам, они получат награду, иншаллах. Мы когда в Нижнекамске еще собрали мам с детьми, это были, наверное, не вдовы, не сироты, просто дети-инвалиды. Да? Там были мамы, которые пришла с дочкой, ей 20 лет, да? 20 лет. Я спросил у этой мамы, я говорю, вы когда-нибудь в гостях были у кого-нибудь? Она говорит, нет. Пока она не родилась, да, где-то, куда-то. Дочка родилась, через год, так получилось, отец убежал. Не выдерживает. Это же каждый день за этим инвалидом надо
убираться, подмывать это все. И вот она 20 лет носит свою дочь на руках. 20 лет. Она никогда не была в Турции, там, в Европе, там где-нибудь, да. Может быть, она была где-то в санатории, но это же обслуживающий персонал своей дочери. Она же там не отдыхает. Вот она никогда куда-то в гости не ездила, потому что никто за ее дочкой, даже дочка не воспринимает, говорит, никого. Вот 20 лет она в гостях не была ни разу. 20 лет она нигде не отдыхала. Были санатории, государство же выделяет, путевки дает, но там она там не отдыхает, она работает. Так ведь? Вот поэтому я там для себя открыл такое правило, что помимо организации каких-то мероприятий для самих инвалидов детей, нужно отдельные какие-то мероприятия для их мам, потому что если мы сможем как-то мотивацию, замотивировать вот этих мам, да, как-то сделать им приятно, они же еще больше будут служить своим детям. Вот поэтому мамы здесь вот прямо, не просто так пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал 3 раза твоя мать, твоя мать, твоя мать. Вот. Это очень важно, и очень важно, чтобы наши мамы это все понимали. Очень важно, потому что есть деловые мамы. Есть мамы, которые имущество свое имеют. Они, если все поймут, что это милость Аллаха, не просто лишение, да, она лишилась любимого человека, да, их дети лишились, но это же ей возможность зарабатывать награду Аллаха. Аллах милостивый. Идем дальше. Давайте немножко поговорим про защиту прав сирот. Защиту прав сирот. Потом, иншаллах, передохнем. Или уже передохнем? До 2 тоже вроде. А? У нас сказали, сколько есть материала, сколько давайте. Кому надо, пораньше может уйти, но... До 2 добьем, потом... А если кому надо, это все? Нет, только. Мурат, он уже передумал, не останется. Потому что у нас еще как бы материал есть, но... давайте этот. Всевышний Аллах повелел нам защищать права, защищать безопасность, имущество сирот. Если Аллах забрал у ребенка защитника, значит умма, общество, родные, имам, султан, государство, оно должно взять эту великую ношу на себя. Поэтому мы должны защищать права сирот, мы должны защищать их имущество, то есть имущество, это может быть унаследованное имущество, потому что мы знаем, когда отец умирает, Аллах в Коране, он уже распределил, кто сколько из этого имущества берет. И мы знаем, что дети берут больше, чем супруги. Если есть дети, сколько супруга забирает из наследства? 1/8 всего. 1/8. Если у покойника нет родителей, которые тоже имеют свою долю, да, если нет, все остальное забирают дети. Вот представьте себе, человек умер, у него родителей нет, да, у него жена и дети. 1/8 даем жене, если нет детей, 1/4. 1/8 даем жене, остальное забирают дети. Там есть свои проценты, сколько девочкам, сколько мальчикам. Вот. Поэтому у них есть имущество. Вот это имущество, которое перешло им, они сироты. Вот это наша обязанность, защищать это имущество. Потому что сирота, он пока не понимает, зачем ему это имущество, для чего это имущество. Он не понимает, что даже может быть так, что кто-то из родных может забрать это имущество. Обмануть просто, обмануть. Или же просто имущество может сгореть. Может быть такое. Например, миллион оставил отец. Через 10 лет за этот миллион что? Утюг. Ничего и не купишь, да, утюг купишь. А когда-то можно было. И вот это все, дорогие братья, это наша ответственность тоже. Вот уже тут картами, Ильнур.
переводами тут уже это другой уровень. Это уже другой уровень. И Всевышний в нескольких местах предостерегает нас, чтобы мы близко не подходили. То есть в каком смысле, понимаете, да? Не просто там защита, забота, там куда-то надо, ну, не знаю, вместо рублей там другую валюту перевести. Это я не об этом. То есть Аллах запретил в нескольких местах близко подходить к имуществу. То есть с намерением, с плохим намерением, да, со злым умыслом. И первый аят, это Суратуль Ан'ам, 152. Аллах говорит: «Валя тақрабу маляль ятим». Не приближайтесь к имуществу сироты. Не приближайтесь. Вот, как скажем, вот отец умирает, все, его нет. Здесь вдова, она не может защитить, может быть, да? Вот у нас дети, они унаследовали имущество, все, где-то на карте, наличка, недвижимость какая-то, что-то, вот у них осталось, да? Эти дети не могут себя защитить, эти дети не могут это имущество защитить. И вот как только отец умирает, у детей есть имущество, оно начинает вот так мигать красным светом. Аллах говорит: «Валя тақрабу маляль ятим». Близко не подходите к имуществу сироты. Близко. То есть не говорит: не забирайте, не воруйте, не обманывайте, не отбирайте. Да? Аллах говорит: даже близко, чтобы вы не подходили к имуществу сироты. Илля. Есть одно, что исключение. Биллятихи ахсан. Кроме как с благим намерением. Кроме как с благим намерением. Вот ты, я не знаю, взрослый человек, финансист, ты понимаешь, что творится в обществе, что творится в стране, экономическое положение в стране. Ты смотришь, что оставил, какое у них имущество, да? Что им осталось? Вот ты знаешь, что они могут потерять это имущество. Вот как брат говорит, 1 миллион превратился в утюг один. Или там стол какой-то, кроватьку можно купить. Да? Поэтому Аллах говорит: не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, хатта яблюга ашудда, пока он не достигнет зрелости. То есть, когда он уже достигает зрелости, он уже выходит и все, лишается статуса, он уже сам может защитить свое имущество. Второй аят, это Суратун Ниса, 10 аят. Сура женщины, 10 аят. Инналлазина якулюна. 2 аята, вот они идет жесткое предостережение. Первый это Ангам 152, второй Ан-Ниса, 10 аят. Инналлазина якулюна амваля льятама зульман. Воистину те, которые пожирают имущество сирот зульман, по несправедливости, зульмам, да? Иннама якулюна фи бутунихим нара. Они поедают свои чрева, свои желудки, что? Адское пламя. Когда ты ешь из имущества сироты, ты поедаешь что? Адское пламя. Васаяслауна саира. И скоро они окажутся в аду. То есть Аллах Тааля обещал адское пламя тем, которые будут пожирать из имущества сироты. Когда Аллах не спаслал эти аяты, сподвижники, они очень сильно испугались. Они очень сильно испугались до такой степени, что, я же вам говорю, хадисы, аяты, они меняли всю жизнь сподвижников. Вот хутбу рассказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и возле его крыльца уже женщины стоят. Вопрос решать. Так ведь? А у нас иногда хутбу расскажешь и думаешь, кто-нибудь слушал, не слушал, нет. Вот поэтому, когда Аллах не спаслал эти аяты, даже некоторые сподвижники, они даже женам говорили: готовь еду отдельно. То есть, если это имущество сироты, из этого имущества готовь ему отдельно. Но мы, чтобы из этого имущества ничего не имели. То есть прямо отдельно начали готовить. И это, конечно, доставляло им очень много хлопот. Очень много хлопот. И вот Абдулла ибн Аббас, ради Аллаху анхума, это получается сын дяди пророка, саллаллаху алейхи ва саллям,
он говорит, «Лямма анзаля Аллах», когда Аллах не спаслал этот аят, суратуль Ангам 152 и суратуль Ниса, 10 аят, 2 аята он прочитал, вот то, что мы читали, да? Когда Аллах не спаслал эти аят, те, у кого дома были сироты, они начали отдельно готовить для сирот. И они прямо боялись из его тарелки что-нибудь взять, потому что все, там адское пламя они видели. Они очень боялись этого, да? И люди начали отдельно готовить. И, конечно, это доставляло огромные проблемы для них. Они там что делают, как делают, там 2 раза готовить надо, все надо делить, там у кого-то башакота, да, кто-то перепутал, там, ай, ты перепутала, ты что, это же еда была сироты, а мы там... И вот с этим пришли к пророку, саллаллаху, и рассказали, я Расулуллах, что нам делать. И Аллах Тааля не спаслал тогда следующий аят. Следующий аят, это уже суратуль Бакара, 220 аят. Ну, я просто так быстро скажу, мы знаем, что Коран, он был ниспослан не в том порядке, который мы с вами видим, где мусхаф. Так ведь? То есть аяты не спосылались разные. Где-то суратуль Бакара, потом суратуль Аль-Имран, потом еще, и потом это все было собрано, да? Поэтому до этого Аль-Ангам пришел, 152 аят, потом Ниса, и вот началась проблема, и вот Бакара 220 аят. «Ваяс'алюника аниль ятама». И вот спрашивают у тебя про сирот, люди начали подходить, что делать, я Расуль Аллах. Скажи им, «Исляхун лахум хайр». Всякое добро по отношению к ним это благо. Делайте добро. Делайте добро им. «Фаин тухалитугум». Если вы объединитесь с ними вместе, еда одна, жизнь одна, там его подушка, моя подушка, вы же вместе, да? Фаихванукум, так они же ваши братья. Они же ваши братья. И вот после этого сподвижники успокоились и начали уже еду готовить вместе, там какие-то другие принадлежности, они были уже общие. А до этого они прямо даже начали все это отдельно делать. Ну, здесь из этих аятов тоже мы видим, что нужно всегда делать добро сиротам и нужно делать то, что им полезно. Это не значит, что вот все там, деньги пускай лежат, это сирот. Так ты видишь, деньги сгорают. Вот даже были такие слова Умар ибн Хаттаба, если я не ошибаюсь. Умар ибн Хаттаб, он говорил, делайте с имуществом сирот что-нибудь, чтобы закат не съел их имущество. Но, как я помню, Салимджан Хазрат, в ханафитском мазхабе сироты не дают закат, потому что им закат не обязательно, да? Но есть мазхабы, которые дают. И вот Умар ибн Хаттаб говорил, делайте что-нибудь с имуществом сирот, то есть подумайте, чтобы закат не съел. Каждый год что? Если только 1/40 будем забирать, через 10 лет это сколько будет? Пока они вырастут, ничего так и не останется. Это как штрафстоянка, да? Каждый день, каждый год. Вот поэтому Умар ибн Хаттаб говорил, делайте что-нибудь. Делайте. Вот это не значит, что на счету они должны лежать, и никто не должен их трогать. Это если есть близкие к этой семье люди. Это твои, то есть свои сироты или чужие, мы можем распоряжаться их имуществом во благо им. Во благо. Потому что это тоже очень важно. Это тоже наша ответственность. И если у нас будет ният правильный, намерение правильное, наши цели правильные, во благо им, помочь им, тогда Аллах знает, то есть «Валлаху я'аляму аль-муфсида мин аль-муслих». Аллах знает того, кто с плохим намерением что-то делает и с благим намерением. То есть это тоже сура Бакара, 220. И вот, субханаллах, сподвижники, табигины, они собирались и обсуждали эти моменты. Они обсуждали вопрос имущества сирот. То есть вот появились сироты, у них какие-то есть средства. Что делать с этими средствами? Сироты, они не понимают этого. Вдова, она не в теме. Вот были люди, которые, вот Ибн Сирин,
Ибн Сирин, для него самые приятные, самые желанные были собрания, когда опытные, знающие мужчины собирались и обсуждали имущество сирот, потому что это было необходимостью. И он, Ибн Сирин, он любил такие, он сам собирал такие встречи. Поэтому сегодня это тоже актуально. Сегодня, кто разбирается в экономике, в финансах, они тоже, мы тоже должны обсуждать это. Вот у нас появилась семья, что делать? У них вот есть деньги. Не потому что там, ой, там деньги есть, позарить. Нет, Аллах сохласын. Валя тақрабу маляль ятим. Не приближайтесь к имуществу сироте. Но мы знаем, что они скоро, эти деньги исчезнут. Поэтому специалисты должны думать об этом. Это тоже наша проблема. Это тоже наша. Был бы отец, он бы подумал. Так ведь? Нет отца. Значит, мы за них должны думать и нести ответственность. Нести ответственность. Так, что, я сокращаю, нет? Ильнур? Да нет, интересно, что все слушали. Все на пути Аллаха сегодня ради... Ты как в фильме «За себя говори». Как муджахиды сейчас здесь сидят. Да. А материал примерно на сколько еще по времени? Ну, может быть, смогу за полчаса как-то, иншаллах. Полчаса нормально, Хадрат. Нормально? Да, как раз потом Могу вопрос еще задаю. учитывать, что и Хазрат тоже сам может устать, поэтому... Нет, проблем нет. Да. Нет, можете это не учитывать. Ладно, давайте дальше. Получается, вот это защита имущества сирот, так ведь? И есть важный момент. Нельзя допускать, чтобы вот эти вопросы решали. Мы сейчас о чем говорим? Как нам защитить имущество сирот? Нельзя допускать, чтобы неквалифицированные люди, безграмотные люди, которые не разбираются в этих вопросах, чтобы они управляли этими активами. Это касается в исламе не только имущества сирот, это вообще касается, нельзя ставить халифу министром образования человека, который не шарит в образовании ничего. Нельзя ставить министром финансов того, который в финансах не разбирается. Нельзя ставить врачом того, который не разбирается в этом. Это преступление. В исламе это то же самое. И когда и мы не говорим, что этот человек плохой. Он очень хороший человек, но он очень плохой хирург. Он очень хороший брат, он надежный. Он не какой-то шарлатан, но он не разбирается в финансах. Вот если ко мне придет какой-нибудь коммерсант, бизнесмен, у которого проблемы с финансами, я могу только через призму Корана и Сунны объяснить, где баракат, где помощь, где халяль, где харам. Но куда вкладывать, где что, это не мое. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, а почему вы так опрыскиваете, да? Помните? Да, про эти пальмы. И люди сказали, ладно, тогда скажем, будем делать так, и ничего у них не выросло. И когда рассказали это пророку, пророк сказал, вы свою дунью больше меня знаете. Поэтому здесь нельзя допускать, чтобы управлял активами, финансами сирот неквалифицированные люди. Вот доказательство, это общее доказательство. К пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел сподвижник Абу Зар. Кто может сказать, что это плохой сподвижник? Он не был плохим, но он не был руководителем. Талант руководителя, он, не у всех он. Но это не значит, что у него, если нет таланта, у него в другом есть талант. Абу Зар пришел и говорит, я Расуль Аллах, сделай меня наместником там-то, там-то. То есть, доверь мне. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я Абадар, о Абудар, инни арока дагифан. О Абу Зар, я вижу тебя слабым. Ты слабый. Вот пророк очень любил его. Но он ему в глаза сказал, ты не справишься. Поэтому, когда приходит человек и говорит, дайте мне это, и ты видишь, что он не может это, надо ему сказать об этом. Пророк сказал, он очень любил Абу Зара, и он сказал, «Ва инни ухиббу лака ма ухиббу ли нафси». Субханаллах. Смотрите, вот как политика пророка, да, мудрость его. Он сказал, о Абу Зар, я желаю для тебя того же, чего желаю для себя.
но я вижу, ты слабый. Ты слабый. Ля тааммаранна аля ثنين. Не становись руководителем даже над 2 человеками. Вот если тебе скажут, не страной, не каким-то там этим, да, не организацией, а вот даже если тебе скажут, вот 2 человека, они будут под тобой, не берись, ты слабый. Тебе это не дано, да? «Валя тавалляянна маля ятим» и никогда не бери на себя ответственность за имущество сирот. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Вот он пророк. Он был очень, скажем так, внимательным, уважительным, обходительным, но он был справедливым. А справедливость — это когда ты видишь, человек не может, он не справится, а ты говоришь, ну ладно уж, давай, ты дело погубишь. Ты сделаешь так, что он погрузится в грехи. Нельзя некоторых людей ставить на какую-то должность. Он сказал, не бери на себя должность, даже если тебе придется 2 человеками командовать. Ты слабый, он сказал. И не бери на себя ответственность за имущество сирот. Он прямо выделил это, да? Вот этот хадис о многом говорит, но что касается сирот, вот нельзя доверять имущество таким людям, сирот, таким людям, которые не разбираются в этом. Они не туда это вложат. Это не так они будут хоронить, и мы все, не дай Аллах, потеряем. Не дай Аллах, мы все можем потерять. Идем дальше. Вопрос. Вот кому-то Аллах дал в жизни родителей. Альхамдулилля, у него есть мать, и есть у него отец. Но у кого-то Аллах забрал отца. Вопрос. Сиротство – это порок? А? Вот кто-то может подумать, вот, например, мать, которая каждый день трудится, устает, теряет силы, у нее может быть настроение уже не то, она там, крылья ломаются. Иногда у нее в сердце может, в голове может шайтан такую мысль пройти. Вот почему Аллах обделил этих детей? Да? Почему Аллах лишил этих детей отца, кормильца? Да? Вот поэтому вопрос, сиротство – это порок или нет? Самый лучший, самый любимый раб перед Аллахом, пророк, он пришел кем? Он пришел сиротой. Вот это уже доказательство того, что сиротство – это не унижение. Сиротство – это не порок. Это не порок. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он был лучшим. Аллах воспитал его нрав. Аллах воспитал его богобоязненность. Аллах воспитал его этикет, манеры. Дал ему сил. Поэтому сайид валяду Адам, господин всех детей Адама, был сиротой. Был сиротой. Так ведь? Родился сиротой, в 6 лет стал, по-нашему уже, круглой сиротой. Да? Круглой сиротой. 8 лет без дедушки остался. Без дедушки остался. И взял его на себя Абу Талиб. Поэтому Аллах говорит, «Алям яджидыка ятиман фаауа». И это была большая школа. То есть это было лишение, это было потерей. Но после этой потери Аллах ему возместил. Он дал ему очень много. И если взять, вот, субханаллах, если бы он не прошел через это, такую ценность он бы не смог довести до людей. Да? Вот сиротой. Он бы не смог это, если бы сам не прочувствовал это. Потому что пока сам не прочувствуешь, что такое голод, болезнь, там, не знаю, еще. Вот даже я смотрю, вот основатели многих таких реабилитационных центров, основатели вот этих фондов, да, они почему взялись за это? Да, потому что они сами мучились, страдали с больными детьми. Поэтому они, вот они поставили себе цель, да, может быть, они даже не смогли сохранить. Я знаю таких, у которых умерли эти дети. Они не смогли дать им вот это соответствующее лечение. Но они взяли себе миссии, что они хотя бы другим помогут. И они строят клиники, строят, там, фонды строят, реабилитационные центры строят. Вот в Нижнекамске
Апа, вот когда сама прошла через это, да, она построила вот фонд «Надежда», реабилитационный центр, люди даже переезжают с других. Вот это когда ты сам проходишь. Вот пророк сам прошел, и он отдал всему миру. Вот эта потеря, она обернула всему миру чем? Находкой. То, что он сиротой. Есть величайшие ученые, которые были сиротами. Имам Шафи'и, вы знаете, он был сиротой. Имам Шафи'и, целый масхаб, да, величайший ученый. У него не было отца, который оплатил бы ему учебу. И имам Шафи'и рассказывает, когда, говорит, я нашел моего учителя, вот он мой учитель, он не взял меня, потому что у меня не было отца, который оплачивал бы что? Мою учебу. Тогда я устроился нянькой у его детей. Я нянчился с детьми этого ученого, чтобы потом он мне дал знания уже, ну, как бесплатно уже, да? И вот он кем стал? Имамом Шафи'и он стал. Имам Шафи'и. Имам Шафи'и, он говорил, я выучил Коран, когда было мне 7 лет. И когда мне было 10 лет, я Муатта выучил. То есть это великая книга имам Малика. Это было одно из самых лучших его трудов, лучших трудов богословов вот в эту эпоху. Поэтому он стал великим ученым. Имам Ахмад Хамбали, он был сиротой. У него не было отца. И отец одного из друзей имама Ахмада рассказывает, это ученые в своих книгах оставили, да? Ибн Джаузи это говорит, когда он написал про имама Ахмада, да? Вот отец друга Ахмада, он говорит, я, говорит, своему сыну нанимал лучших учителей. Я тратил за образование своего сына огромное количество денег, но я не видел, чтобы эти ученые, они достигали ожидаемого результата. Я не видел этого в своем сыне. Но рядом я всегда видел этого мальчика Ахмада, у которого не было отца, и никто ему не нанимал вот этих учителей, не тратил за него столько денег, но он стал самым лучшим. То есть, несмотря на то, что у него не было опекуна вот этих спонсоров, да, отца вот этого защитника, который выбирал для него учителей лучших, да, он стал самым лучшим. Имам Ахмад, имам Шафи'и, имам Ахмад. Имам Аль-Бухари был сиротой, знаете? Имам Аль-Бухари, величайший ученый, который написал величайшие труды, да, он был сиротой. И вот так можно продолжать и продолжать. Были великие предводители, великие амиры, великие лидеры, которые выросли сиротами и познали, что такое сиротство. Поэтому это не порок. Аллах может этой сироте дать такой баракат в жизни, да, машаллах. И поэтому, если мы в свою очередь, вот, понимая, что вот этот сирота, он может стать великим человеком в истории, да, если мы будем в них вкладываться, переживать за их будущее, иншаллах, может быть, мы получим вот эти все награды. Может быть, все эти награды получим мы. И все, я завершаю этим. Вот даже ученые говорят, в истории есть такие случаи, когда отец, мать, имея своих родных детей, да, ему есть кого полюбить, есть на кого расходовать, да, но имея своих родных детей, когда они берут под опеку вот этих сирот, Аллах дает этим сиротам такой тауфик в их отношениях, что в старости лет рядом с этими людьми ближе, чем даже их родные дети, вот эти сироты оказываются. И в жизни эти сироты им дают то, что даже свои родные дети не могут дать. Это уже только милость Аллаха. Вот казалось бы, да, вот как чужой ребенок может превратиться в
мужчину в женщину, и этот мужчина, эта женщина, она чужая для тебя, казалось бы, да? Они дают тебе в жизни то, что ты от своих детей, ту любовь, то уважение, то почитание, да, благочестие, которое ты от своих детей даже не можешь увидеть. Вот это уже милость и мудрость Аллаха. Поэтому, дорогие братья, вот, конечно, я сократил, оказывается, информации есть, их много. Встреча пока первая, дай Аллах, как говорят, первый, как там, комом, да? У нас Вот. с маслом. Да, вот поэтому я надеюсь, что вот эти знания, которые, напоминания, скажем так, да, которые мы сегодня получили, они все-таки, иншаллах, сделают свое, потому что в любом деле, не только в делах ахирата и в мирских делах, сначала нужно это дело изучить. Так ведь? Нужно знать это. Умар ибн Хаттаб даже предпринимателей, торговцев на рынок не пускал, пока они не сдавали экзамен, чтобы они в харам не... Поэтому вот ценность того, чем мы с вами занимаемся, я думаю, это очень полезно. И еще один момент, учитывая вот обстановку в стране, не только у нас в стране, в мире, да, вот эти военные конфликты, у нас СВО, мы должны, мы же взрослые люди, да, мы должны понимать, что, да, мы вот около 50-60 братьев мы проводили с Казани на СВО, они здесь жили в полигоне, в танковом училище, в Казани Экспо, мы им каждый день возили еду, и также благодаря вам, джазакумуллах хайр. И, конечно же, мы делали и будем делать дуа, чтобы они вернулись живыми, своим женам, своим мамам, которые их любят, да, своим детям. Но мы должны понимать, что кто-то не вернется. Кого-то привезут, так ведь? Поэтому вдовы они будут, сироты они будут. И нам, вот тут некоторые районы есть, здесь надо обязательно объединить базу данных. У нас должна быть вся информация. Вот давайте подумаем, я и с муфти Хазратом переговорю, чтобы вот в наших, у нас есть свои чаты, свои каналы с имамами республики, да, мы общаемся с мухтасибами, может быть где-то в каком-то маленьком районе, может быть где, мало возможностей, да, финансовых возможностей, если где-то они появляются, братьев привозят, да, сначала братьев, конечно уж, прихожан, скажем так, да, а затем уже татар наших, других. Вот мы, вдовы, сироты, мы же не будем их спрашивать, а у вас отец намаз читал или не читал? Да, они сироты. Вот поэтому какую помощь мы сможем им оказать? Да, если государство, оно со своей стороны будет какие-то пособия выделять, там, я знаю, вот тоже очень хороший опыт, вот бюджетные места дали детям участников СВО, да. Это очень важно, потому что был бы отец рядом, может быть, он сам решал бы, а тут отца нет, особенно у тех, кого погибли. Вот это очень актуально. Давайте вот здесь надо думать, вдов и сирот надо брать под опеку. Помогать надо, иншаллах, снимая не только их потребности, да, давайте думать, мы же должны идти вперед. Вот кто-то 10 лет киоск открыл, а сейчас же он не сидит возле этого киоска, да, или там жвачки продавал, у него сейчас бизнес, сеть магазинов и так далее. Вот здесь то же самое. Давайте развиваться. Давайте переходить уже, будем решать вопрос жилья. Да, может быть, где-то вдова с сиротами, там, в однокомнатной квартире они живут. Может быть, у них дом старый. Давайте мы отремонтируем этот дом. Давайте мы поменяем эту квартиру. Мы должны объединяться в благом. И умма, она есть, этот потенциал, он есть. Есть потенциал. Вот недавно мы урок проводили про исламские финансы. Я вышел на улицу, альхамдулилля. Паркинг у нас очень достойный. Очень достойный паркинг. То есть и Мерседесы, и Брабусы, и Порш, и другие. Я сейчас говорю, это благо. Это хорошо, что у нас такие прихожане. Но, значит, у них есть потенциал расходовать на вдов, на сирот, поэтому где-то построить дом, где-то, вот, кстати, у нас есть такое свое направление, каждый год стараемся хотя бы один дом строить. Вот как-то в этом году братья предложили
такой аппетит немножко повысить, иншаллах, мы хотим за год 10 домов построить, иншаллах. Вот, поэтому там и молодые имамы, и хазраты, ну, надо развиваться, надо объединяться в благом. Аллах поможет. Аллах поможет. Аллах говорит, объединяйтесь в благом, остальное, результат от кого? От Аллаха. Муса, алейхиссалям, он встал возле Красного моря, а там уже фараон мчится к ним, да, всех погубит. Люди не знали, что делать. Аллах сказал, возьми свой посох и ударь посохом по морю, и оно развернется. Он взял свой посох, палку, и так раз по Красному морю ударил. Кто открыл 12 коридоров, через которые прошли верующие, а потом фараон со своей свитой утонул? Кто? Муса? Нет, конечно, Аллах. Аллах дал результат. Но для этого Муса должен был встать, собрать народ, подойти к берегу моря, ударить. И он все сделал, остальное Аллах. Поэтому Аллах нам поможет, иншаллах. Джазакум Аллах хайр, все, кто участвовал в этом, и джазакум Аллах хайр за то, что вы несете вот это знамя, помощь вдовам и сиротам, нуждающимся. Я знаю, тут братья многие, если мы сейчас соберем другой цикл лекций, да, как там кормить бедных, да, я думаю, многие братья и туда придут, потому что они и там активные, да. Где-то, если мы соберем, будем говорить про ценности строительства мечети, я думаю, те же самые братья, они везде первые. Дай Аллах, чтобы они в раю были первыми. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.